на презентации научных изданий, выпущенных в 2021 году Удмуртским институтом истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук. 8 февраля все российское научное сообщество празднует профессиональный праздник. Это было вчера. День российской науки. Уже 4-й год Национальная библиотека совместно с Удмуртским федеральным исследовательским центром проводит неделю фестиваль науки. В течение этой недели проходят мероприятия, на которых организаторы и участники объясняют доступным языком, что такое наука, какие достижения современной науки помогают современному человеку в современной жизни, какие события случились в научные открытия совершены, что происходит на передовой нашей современной науки. Для открытия мероприятия слово предоставляем директору Национальной библиотеки Удмуртской Республики, заслуженному работнику культуры Удмуртской Республики Тенчиной Татьяне Владимировне. Я хочу еще предупредить, простите, я сегодня распорядитель микрофона, у нас идет онлайн-трансляция, поэтому для лучшего звука, качества звука, я прикрепляю микрофон. Добрый день, дорогие друзья. Татьяна Васильевна сегодня вот сказала, что мы, наверное, первым таким очень значимым, на мой взгляд, событием открываем фестиваль науки, хотя встречи уже были, но это для меня особенно важно и особенно такая, наверное, дорогая сердцу встреча с учеными Удмуртского института языка и литературы, потому что именно фестиваль науки начинался с презентации трудов ученых института. И это первые наши такие вот начинания с целью донесения научных знаний в очень популярной форме и для студентов, и просто читателей. И с каким удовольствием, я вообще считаю, что это большая удача услышать рассказ о научном труде, о книге именно от самого автора, ученого. Это огромная удача. И вот я сегодня всех с этим поздравляю, что мы встретимся не просто с уникальными книгами, а в первую очередь с уникальными людьми. И мне, конечно, сегодня еще очень хотелось бы поблагодарить тех ученых, которые всегда рядом с нами в наших начинаниях Национальной библиотеки. И позвольте, я вручу благодарственные письма. Я не знаю, сегодня здесь или нет, но тем не менее очень мне хочется сегодня публично сказать слова огромной благодарности, признательности за благотворительный такой миссионерский труд. Ну, просветительство, оно требует всегда именно отдачи душевной, отдачи по времени, и тем не менее, несмотря на занятость, люди находят это время для работы. Благодарственное письмо Национальной библиотеки Удмуртской Республики вручается Вере Викторовне Исаковой, заведующей библиотекой Удмуртского института истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УРОРАН за активную помощь в формировании единого национального фонда Удмуртской Республики. Спасибо огромное. Татьяна Васильевна, мне, пожалуйста, помогайте. Минуточку, минуточку. Давайте, я думаю, что нас Борис Анатольевич сфотографирует. Это вам от нас, да, к словам благодарности. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Кирилловой Людмиле Евгеньевне, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику Удмуртского института истории языка и литературы. Я думаю, что передадут. Благодарственное письмо Анне Михайловне Субботиной, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Удмуртского института истории языка и литературы.
за работу в составе жюри второго межрегионального фестиваля конкурса «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского. Не знаю, здесь или нет Ольга Владимировна Титова. Здесь. Ольга Владимировна, рада вас видеть. Огромное вам спасибо именно за работу в составе жюри второго межрегионального фестиваля конкурса «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского. Благодаря этому конкурсу фонд нашей библиотеки пополняется уникальными, роскошными просто изданиями, и не только в плане именно содержания, но и искусства книгоизданий. Вы нам очень в этом помогаете, и этот конкурс продолжается. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну и, конечно, я всех поздравляю с Днем российской науки. Наука в нашей жизни, она присутствует ежедневно. Ну и, конечно, всем здоровья для того, чтобы мы смело шли в завтрашний день. Спасибо. Так. Спасибо, Татьяна Владимировна. Прошедший 21 год для Удмуртского института истории языка и литературы был интересным, неоднозначным и событийным, можно сказать. Во-первых, прошедший год у нас был годом науки и технологий, объявлен президентом Российской Федерации. Во-вторых, коллектив института был на доске почета Удмуртии. В-третьих, я, по-моему, читала в интернете, что 30 лет исполнилось Удмуртскому научному центру. Это тоже был юбилейный для вас год. Наступивший 90 лет институту. Самое главное событие и дата в вашей жизни, простите. 22 год, наступивший 22 год, указом президента Российской Федерации объявлен годом культурного наследия народов России. Объявляя и обосновывая это решение, глава государства акцентировал внимание на том, что основой согласия и правовым полем для существования многогранного общества выступает многообразие религиозное и уважение к религиозным и национальным ценностям. К тому же культурное и образовательное пространство формируется, в значительной мере определяется именно национальной принадлежностью и вниманием государства к их сохранению. И предваряя год культурного наследия народов России, Удмуртский институт истории языка и литературы выпустил издание, отвечающее запросу указа президента. И мы хотели бы представить первое издание. Автором редакционной коллегии или главным редактором является Елена Васильевна Попова. Книга «Марийцы Удмуртии». Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела исторических исследований Елена Васильевна Попова. Я бы как-то вас тоже прицепила, зацепила. Так, уважаемые коллеги, со мной эту книгу будут представлять и сотрудники, которые писали отдельные разделы, и по этим разделам они становятся специально. Поэтому нашли мою, да? Да? Вот. Книга, которую мы сегодня представляем вашему вниманию, это результат работы целого коллектива ученых, общественников, руководителей марийских коллективов фольклорных. И, конечно, над такой книгой работали и фотографы, и организационная работа со стороны института была. Это не просто так, то есть это не так, что мы где-то собрали, раз вышла книжка. И большая работа по оформлению этой книги. Должна я вам просто остановлюсь сейчас на структуре книги и скажу, что проживающие, как вы заметили, марийцы Удмуртии, да, может быть, кто-то вот из студентов и не сталкивался, и не знал, что в пределах Удмуртской республики живут еще и марийцы. Да, это так, и достаточно давно на территории Удмуртской республики в Прикамье проживают марийцы. Проживающие в Удмуртской республике марийцы относятся, ну, во-первых, я должна вам напомнить, вдруг кто-то позабыл или не знает, да, что марийцы, проживающие в России, относятся к горным, луговым и восточным. Проживающие в Удмуртской республике марийцы относятся к этой восточной группе марийцев, то есть они отличаются от других по культуре, немножко по языку, обряды отличаются. Но в составе этой восточной группы есть еще 4 подгруппы. Да? Вот наши относятся к Прикамской, есть еще Белебей-Мари, есть марийцы Закамья и есть марийцы уральские. Наши марийцы, представляющие вот Удмуртскую республику, проживающие в Удмуртии, относятся к Прикамской группе, к одной из старейших за пределами основной территории проживания.
Вот наши коллеги еще очень внимательно вам расскажут какие-то интересные нюансы по поводу, как заселялась марийцами эта территория. То есть процесс заселения сюда, в Прикамье, начинается уже, ну, скажем, 15-16 век, но основное заселение 17 и 18. Да? Вот. Но о чем наша книжка и как она создавалась? Я сейчас быстренько вам покажу разворот из страниц. Да? В этой книге более 15 разделов. Во-первых, речь идет, вот еще самую главную вещь я вам забыла, чтобы не обмануть. Марийцев на территории России по последней переписи 2010 года всего 547 605. Из них почти половина, 290 863, живут в Марийской республике. А вы спросите, сколько же на территории Удмуртской республики? Вот по переписи, которая была в 2010 году, у нас чуть больше 8 тысяч. И вот об этих 8 тысячах с небольшим марийцев речь идет в нашей книге. Конечно, среди них есть и те, которые заселяли исторически эту территорию и живут на юге Удмуртской республики в нескольких районах. Но есть и те, которые приезжали сюда по распределению, там выходили замуж или учиться приезжали, оставались. Они, конечно, представляют и другие группы марийцев. Вот в нашей книге несколько разделов. Во-первых, мы в вводной части всем говорим, кто такие марийцы, да, как они заселяют эту территорию. Затем речь идет о хозяйственных занятиях, можно листать дальше все, я просто буду по ходу говорить. О земледелии, животноводстве, собирательстве, охоте и рыболовстве. Очень внимательно мы останавливаемся на таком занятии, как бортничество и пчеловодство. Уже по документам XIX века, да и раньше, вот наши коллеги, кто с более ранними источниками работает, удмурты и марийцы на территории Урала, Поволжья издавна занимались пчеловодством и бортничеством и были в этом занятии, в общем-то, достаточно известны в российском государстве. Вот и сегодня это занятие остается за ними, поэтому в разделе о хозяйстве, помимо всего прочего, мы очень подробно на этом останавливаемся. Вот. Кроме того, будут разделы, где мы говорим об усадьбе и жилище, в чем же особенность марийского жилища и усадьбы, да? Какие постройки старинные, как устроен дом. И кроме того, мы же не забываем, что есть крещенные марийцы и те, которые не приняли православие. То есть чем отличается дом в этом случае, да? Чем отличается усадьба. Вот. Кроме того, конечно, особое, вот, что для нас было важно, да, вот мы еще останавливаемся, да, как устроен дом, как он меняется сегодня, как меняется оформление дома, да. Вот когда и потом я еще остановлюсь на источниках, и когда мы выезжаем в экспедиции, для нас очень важно посмотреть, как выглядит деревня. Прошлись по улице, как устроены улицы, в один ряд дома, в два ряда, вдоль берега реки или же кучевое. Вот марийцы нашего края еще сохраняли здесь кое-где кучевую планировку, когда дома такой вот кучкой, а не улицей, потому что уличная планировка, она вводится как обязательная. И для нас очень было важно, допустим, вот как история даже страны отражалась в оформлении дома и усадьбы. Видите, даже наличники могут быть разные. Для нас очень было важно, как обустроен марийский дом изнутри. Вот в этом разделе речь идет и об этом. И, конечно, можно дальше. Ну, кто-то, может быть, скажет, а что же половики, зачем нам, да? Но как обустроен дом, как внутри, как оформлен иконостас, какие половички тканы или паласы, как меняется интерьер дома. То есть мы в этом разделе говорили о том, что старинный дом и современный дом, как меняется вообще система отопления в доме, водоснабжение, то есть чтобы мы в книге и старались представить, как меняется образ жизни сельского жителя и городского тоже. Конечно, одна из таких вот ярких, наверное, своеобразных черт марийской культуры региона – это марийский народный костюм. Вот еще кто, если южный район Удмуртии знает, да, вы, наверное, замечали, что старшее поколение ходит в удмуртских платьях, еще и ходило, да, вот. А марийцы эту традицию сохраняли дольше всех, наверное, в Поволжье, и до сих пор эта традиция держится. Как и обязательно на второй день свадьбы в марийском платье невеста бывает, так и обязательно, вот, например, во время поездок в марийские деревни можно было видеть женщин в марийском платье. Это не потому, что они переоделись для участников экспедиции или какого-то праздника, да, а вот это вот очень важная черта. И здесь на территории вот мы старались проследить, как менялся костюм даже по старинным фотографиям, которые хранятся в семьях. И вот можно дальше.
Кроме очень пестрого традиционного костюма, который формируется здесь в Прикамье, мы старались о нем подробно расписать, изучить, потому что он не был достаточно хорошо описан. Здесь формируется и современный марийский костюм такого типа. Причем если он, вот здесь вот Каракулинский район, будет определенный тип, опять же, Граховский район, Кельмейская та сторона, вот уже ближе к Кировской области, будет немножко другой. Для нас было тоже важно. И смотрите, если традиционное платье и передник – это очень такая заметная часть костюма марийцев Прикамья, как шьется из современной тканей, вот тоже для нас было важно. Ну, побежали дальше. Вот. Для нас было показать важно, вот когда я была в экспедиции, я шла просто по улице с фотоаппаратом, да, и встречаю совершенно изумительную картинку. Обычный день, да, женщина несет молоко вот в такого рода корзинках по улице. Мы, как этнографы, конечно, это фиксируем, и для нас это очень важный факт, что это не просто так, а вот такой костюм бытует в повседневности. Вот вы меня тогда остановитесь. Вот остановите, если я вдруг увлекусь. И, конечно, особенность костюма восточных марийцев, вот нашей территории, придает вот такой вот головной убор шимакш. Он тоже очень долго носился. Наши женщины, вот, с которыми мы общались и говорили, что еще в 50-х, даже в 60-х некоторые женщины носили, а пожилые тем более. И я еще поставила сюда вот разворот страницы для вас, чтобы представить. Вот такой головной убор, ожерелье головное, это обязательный элемент был участниц свадебной церемонии. То есть вот для свадьбы были определенные костюмы, там какие-то платки на плечах должны быть, и вот этот головной убор. Вот это очень характерно, и это особенность в костюме марийцев Прикамья и марийцев Удмуртии. На других территориях мы это не встретим. Вот это вот ожерелье, которое одевается. Если женщина не ходит на свадьбу, не участница свадьбы, конечно, она его не одевает. Но сегодня, чтобы показать костюм, иногда женщины на праздник фольклорный какой-нибудь его одевают. Но тоже уже редкий элемент. Ну, может быть, дальше чуть-чуть, да. Тоже один из таких уникальных элементов, который характерен для прикамских марийцев. И нам надо было это тоже выяснить. Вот такое заплечное ожерелье, нагрудное украшение, которое одевается на шею, но у него есть лента-хлястик с монетами сзади, да, или как на спинное ожерелье. Тоже характерно только для марийцев нашей территории. Вот тоже результат наших исследований. Можно быстренько дальше. Вот, кажется, может быть, кому-то покажется тема еда. Ну, может, скажет, ну, неважная тема, да, о чем она нам говорит, да, что это еда второстепенная. А на самом деле нет, ведь каждый день мы с вами кушаем или фастфуд, или бабушкины там шанишки с чем-то, да, и на какой-то фестиваль или праздник национальных культур мы стараемся презентовать свою кухню. Поэтому нам было очень важно выяснить, какие же кушания сегодня сохраняют марийцы нашей Удмуртии, какие они заимствовали у других народов, и как это важно для этнической идентичности, вот мы говорим, такое слово у нас у этнографов есть. И что любопытно, какие-то кушания марийцы нашего края могут, вот, например, у южных удмуртов кыстыбей, да, слышали, когда вот такая пресная лепешка, там начинка. У марийцев Удмуртии тоже есть такое кушание, как и у татар, и у кряши на этой территории. То есть это общий такой ареал. Кыстыви с кониной раньше было, там, с конским жиром, с картофелем, или, допустим, различные под-когылё, такая еда. Под – это котел, то есть пирожки или вареники, вареные в котле. Один из архаичных типов блюда сохранили марийцы наши. И самое еще любопытное, вот что я еще хотела на чем остановиться, у марийцев нашего края очень много разных видов колбасы и способов вяления и обработки мяса, которые сближают их с тюркскими народами. И второй очень интересный факт, который в ходе нашего исследования мы выявили, касается только если еды, это сыры, разные типы сыров и способы обработки молока. Можно быстренько дальше. Вот утварь, трапеза тоже для нас была важна. Можно дальше, да? Детский цикл, то есть с детьми обряды связанные, детская одежда. Вот с этим было уже посложнее. Потому что если сегодня детскую одежду шьют для девочек на праздник, там, допустим, в семье хранится одежда и раньше. Но как она менялась со временем, приходил ли городской костюм, вот это мы изучали и на примере старых семейных фотографий, которые вместе с общественниками мы искали в семейных альбомах, писали марийским нашим коллегам, и, то есть говорили, посмотрите, полистайте свои семейные альбомы. Вот. Ну, отдельный раздел у нас, конечно, посвящен народному календарю, помимо материальной культуры, современные праздники традиционные. Вот. Очень интересный обрядовый цикл, который связан с Рождеством, когда
в костюмах барана ходят по деревне, да, бараны бодаются, и вот этот момент состязания, он сохраняется и сегодня. То есть, как вы видите, мы в нашей книге старались и современную жизнь марийцев в Удмуртии. Можно дальше? Большой раздел, о нем Надежда Ивановна Шутова, наверное, расскажет, где мы говорим о мифологических представлениях и религиозных верованиях марийцев сегодня. И что очень важно для нас было в книге, восточные марийцы, в отличие от всех других марийцев других территорий, дольше и почти до сегодняшнего дня сохраняли свои рощи и моления в рощах. Вот это вот особенность этой этнотерриториальной группы. Сегодня часть рощ поставлена на учет. Некоторые фотографии для книги специально, вот видите, съемка сверху. То есть то, что мы с фотоаппаратом, гуляя по деревне или по объектам, не можем зафиксировать. А иногда ландшафтная съемка вот с высоты позволяет нам посмотреть, как выделяется этот объект среди других. Это было большое исследование, которое мы проводили несколько лет назад по мониторингу рощ марийских, в каком они состоянии, что они значат для марийцев сегодня. Но это Надежда Ивановна слово. И очень такой большой раздел. Впервые в этой книге, да, мы собрали все про марийское фольклорное движение максимально и про все фольклорные коллективы и отдельных исполнителей, которые есть. Но если что-то вдруг не вошло, это можно продолжить работу дальше. И вот этот вот рост марийского фольклорного движения, он был связан с 90-ми. Ну и в 70-е марийские коллективы даже выступали в концертном зале имени Чайковского в Москве, отдельные исполнители. Инструменты, вот сейчас быстренько я пройдусь, фотографии также. Вот эти вот страницы, где история коллективов дана. Образование. Очень редкие фотографии 30-х годов, когда были специальные марийские училища и вузы здесь вот в Прикамье, да, они до сих пор существуют. И учителя, когда готовили уже в 30-е годы учителей для марийских школ. И общественное движение, которое связано с 90-ми. Все, вот праздники. И вот завершая, я просто хотела бы сказать, что наш отдел и институт занимается изучением разных народов. Да? Кряшин, вот у нас было большое исследование, бесермян, удмуртов, русских старообрядцев, чепецких татар. Вот эта вот книга в ряду вот этих вот исследований. И должна сказать, источником для книги послужили архивы российские, очень редкие документы, архивы республики, семейные архивы, которые мы собирали в семьях различных, архивы общественников. То есть нам, поскольку исследованием этой культуры марийцев здесь, ну, скажем, занимались не, может быть, не специально, конечно, занимались, нельзя сказать, материал собирался, но так получилось, что какие-то поездки исследователей были в конце XIX века, в начале. В XX веке, в общем-то, наши зарубежные коллеги сюда не могли попасть, ну, по разным обстоятельствам, да. И вот поэтому глубину, чтобы понять, как это в XX веке было, в XIX мы за счет альбомов семейных, за счет каких-то фотографий. И, конечно, большая часть – это экспедиционные исследования, которые удалось и в условиях пандемии, конечно, вот на расстоянии что-то пришлось собирать. Вот. И, ну, наверное, если кто-то, конечно, потом, он просто может прийти в библиотеку, посмотреть книги и исследования о марийцах. Я завершаю. Вы меня должны были, наверное, остановить пораньше. Спасибо, Елена Васильевна, мы вас не могли. Все. Вот. Надежда Ивановна, у вас есть что дополнить, я думаю? Надежда Ивановна Шутова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела исторических исследований. Я тоже вам зацеплю. Так, уважаемые коллеги, как вы уже поняли, наш институт занимается исследованием культуры, истории, языка, литературы народов Камско-Вятского региона. И, конечно, самым главным, что ли, в начале это в основном было изучение удмуртского народа, но на каком-то этапе, в общем-то, в нашем институте стали обращаться к материалам, связанным с историей и культурой народов других народов, в том числе с марийцами. Ну, в первую очередь, в первый раз, наверное, я столкнулась с культурой марийской. Это когда мы вместе с финским исследователем Ильдико Лехтинен с финской группой поехали вот обследовать, ну, там по разным районам ездили, в том числе и к удмуртам, но и в Каракулинском районе мы были в деревне Ныргында. И в музее еще село Каракулино, там тоже материалы по
знакомились с материалами по марийцам. Ну, там что, какие-то у меня сохранились фотографии народных костюмов, строений. Затем там священный родник у них есть на территории рядышком, в низовьях там, в нижнем, не в низовьях, а в таком на низком месте, там на берегу реки Камы, на правом берегу реки Камы, у самого возвышения, где располагается Ныргандинское городище. Ну и вот, и как будто бы я, ну как-то и не собиралась вроде заниматься, но, в общем-то, делала эти фотографии. А затем у нас, мы работали по программе президиума Российской академии наук, и, в общем-то, работали в Кировской области. И там районы, в которых проживали марийцы, там и удмурты, и марийцы, это Малмышский уезд, Советский, Кельмесский районы Кировской области. И там, конечно, вот такое яркое святилище Чумбылат, которое почитается до настоящего времени. Это камень Чумбылат, этот камень символизирует марийского богатыря Чумбылата. И, в общем-то, там в прежние годы проводились большие-большие территориальные моления марийцев. В советское время это как-то было в скрытой форме почитание продолжалось. Но и сейчас снова возрождены моления на этом святилище. Ну и затем, конечно, там встречались и священные рощи Кюсота, которые, в общем-то, как будто бы многие из них были заброшены, но в некоторых из них сохранялись следы, в общем-то, присутствия человека там в середине рощи, там на поляне, да, подвязаны какие-то ленточки, следы очага и так далее. Ну и, конечно, там еще из интересных материалов это традиционные костюмы, головной убор шимак, что же, и еще старинный музыкальный инструмент, волынка, так, щувыр, если я правильно произношу. Вот. Ну и, в общем-то, вот уже третий какой-то, что ли, момент, когда к марийцам обращались, это по просьбе, по инициативе Анатолия Ильича Радыгина. Мы, в общем-то, обследовали священные рощи на юге нашей Удмуртии, где-то около 10 священных рощ. Здесь нужно сказать, что, конечно, многие такие рощи были тоже заброшены, ну, почти забыты немножко в советское время, но в последнее время моление и почитание этих мест возрождается. Но здесь нужно отметить, что, конечно, очень многие, что ли, вот эти обряды, ритуалы, они уже унифицированы, однако, ну, сохранились какие-то старинные элементы. Вот, ну, я уже коротко только говорю, что вот, например, сохранились такое почитание особого дерева, анапу, ударение анапу, который является символом мирового космического дерева, которое стояло на святилище. И этому дереву по-особому почиталось это дерево. Обязательно во время молений там подвязывался поясок, на этих поясках какие-то были зарубки. Но это скорее сейчас, конечно, трудно уже сказать, что это зарубки. Возможно, это были какие-то, ну, знаки, символы, да, и, ну, своего рода даже какие-то что-то типа письмена. И, конечно, к этому пояску прикрепляли ветки, монетки, оловянные какие-то вещи и так далее. И обязательно это дерево, почитание этого дерева включало угощение дерева, там, кровью пожертвованного животного, какие-то продукты и так далее. Ну и еще нужно отметить, что в целом-то сохранились, видимо, священные рощи такого общедеревенского плана, но в деревне Вороли еще удалось выявить интересное такое священное место. Оно располагалось на окраине, значит, огорода частного хозяйства. Это, видимо, священное место какой-то одной патронимии. Оно не было общедеревенским. Но сведений, конечно, о нем уже почти не сохранилось. И еще важный такой интересный момент, что
деревне Вороли. В окрестностях деревни Вороли на возвышенном месте в лесу располагалось большое территориальное капище удмуртов Булда. А молениями руководили на этом капище представители родовой группы Юмья. И именно из деревни Старые Юмьи жрецы отвечали за тем, чтобы ухаживать за этой рощей. Но самое интересное еще то, что фактически марийцы прибыли в эти места попозднее удмуртов. Деревня Вороли основана позднее, но они тоже, в общем-то, стали почитать это капище Булда и называли его Ильма-Чара, то есть в переводе с марийского означает «поляна Инмара». То есть получается, что это большое территориальное капище являлось большой такой святыней как для удмуртского, так и марийского населения. Интересно, что после проведения этой экспедиции и какой-то вот широкой, что ли, огласки этого места, фактически почитание этого места, видимо, стало снова возрождаться, и там уже на деревьях подвешены полотенца, повязаны и так далее. И, видимо, даже в прошлом году собирались проводить совместное моление удмуртско-марийское, но из-за коронавируса это мероприятие им не разрешили провести. Вот. В общем, вот такие интересные моменты, связанные со священными местами. Ну, еще следует отметить, что, в общем-то, материалы эти частично опубликованы тоже. Вот про святилище Чумбылат, это сборник у нас в институте вышел, «Культовые памятники Камско-Вятского региона» в 2004 году. А затем сведения о марийцах, опубликованные Еленой Васильевной Поповой в нашем коллективной монографии «Удмуртская республика. Историко-этнографические очерки». Затем вышел такой небольшой сборник «Марийцы Удмуртии», в котором информация есть о священных рощах. И вот, наконец, такая обобщающая монография, посвященная марийцам Удмуртии. Благодарю за внимание. Спасибо, Надежда Ивановна. В нашем зале из большого коллектива авторов, работавших над этой монографией, над этой книгой, еще присутствует еще один человек, еще один автор, Николай Викторович Пислегин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела исторических исследований. Николай Викторович, просим вас. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Можно презентацию, которую вы включали? Вот она свернута. F5. Есть традиция, особенно у людей, не совсем связанных с наукой, но увлекающихся корни свои искать где-то в глубине, в тысячелетней истории. Ну вот Чагандинское городище, Наргандинский могильник. Мы, историки, обращаемся к данным письменной истории, и все-таки марийцы – это начало их истории в Удмуртском Прикамье, это, скорее всего, все-таки 16 век. Можно дальше. Вот. А первые письменные упоминания, и здесь, тем не менее, мы, лично я могу сказать спасибо все-таки вот таким общественникам, которые обращают внимание на наши ошибки. Вот Быргында у нас была в первое упоминание 650 год примерно первоначально. Обратили внимание, что раньше есть документы, 1590-е годы. Вместе с Владимиром Сергеевичем Чураковым мы проработали, что все-таки документ этот, наверное, все-таки более поздний. Сейчас очень удобно работать, в том числе спасибо работникам библиотеки, в которой мы сегодня находимся, и других библиотек, которые выкладывают старые издания. И вот, обращаясь к ним, не ходя в библиотеки, собственно, тот документ 90-х годов сверили с людьми, которые его писали или подписывали, и это примерно 622-624 годы Быргында. В 17 веке также Ишбабья, огрызка, но связана, по всей видимости, все-таки с нашей верхней Ишбабьей в Малопургинском, кажется, районе. И Марийский Сарамак, который впервые как место, куда
марийцы прибывают на свое своеобразное охотничье угодье в последней четверти 17 века. Далее, можно дальше? Начинаются первые уже массовые документы. В данном случае это материалы первой ревизии 1719 года Зюрейской дороги. Вот так выглядит документ, в частности описывающий деревни Быргынды на речке Баргинде и просто Быргынды по речке Сарамак и ряд других. Далее видим мы здесь первые зафиксированные вот массово пусы марийцев, тамги, правильнее, пусы, это удмуртское слово, их именник, который в принципе мало чем отличался от именника других нерусских народов нашего края. Преобладают здесь все-таки имена тюркского происхождения. Но есть и значительный достаточно пласт имен уже русского явно происхождения и, наконец, собственно, марийские имена. Далее, собственно, первые карты, это также первая четверть, нет, это уже начало второй четверти 18 века, это карта Делиля, она сейчас опять-таки доступна в сети, во Франции так-то хранится, 1727 года, где мы, собственно, видим и Сарамак, и Быргынду, ну и ряд других, просто я их выделил. Впереди Ти-Си буквы, это черемисы, то есть. Далее. Карта, собственно, провели определенное изыскание по переписям марийские деревни, чисто марийские. Это, например, вот марийский Сарамак, самый ранний, один из самых ранних, или более поздний Варали. Считается, основан он в 817 году, но по нашему источнику точных данных нет, поэтому вот так я и указал. Есть ряд деревень, которые, ну, например, есть Удмуртская Гондарева, Марийская Гондарева. Изначально это совместная деревня, потом к концу 18 века они разделились на две отдельные деревни. Ряд русских поселений, где марийцы отмечаются как проживающие, принимающие крещение и, я так понимаю, обрусевающие в конечном итоге. Ну, например, Каракулина. Далее. И, собственно, ряд марийских деревень, их не так много, меньше 20, в ряде обществ и властей Елабужского и Сарапульского уездов Вятской губернии. Дальше. Какие выводы можно сделать? Что, собственно, впервые марийцы появляются на нашей территории документально в 17 веке, но явно и раньше, вторая половина 16-го. Системные данные о разрастании их населенных пунктов можно уже оперировать по данным массовых переписей, ревизских сказок в первую очередь, 18-го, середины 19 веков. К середине 19 века здесь не менее чем в 12 деревнях и починках проживали более 3000 человек. Являясь малой частью обширной этнической группы восточных марийцев, марийские селения появились на одном из путей их миграции на восток. И они тесным образом связаны, конечно же, с марийцами, которые сегодня находятся в прилегающих к нашим южно-удмуртским районах, ну, в первую очередь Татарстана. Ну и, конечно же, можно говорить о том, что без сомнения народ сохраняется, как правило, все-таки в этнически однородных населенных пунктах. Вместе с тем, факты совместного проживания русских, удмуртов, марийцев и явно других народов, без сомнения, имели место даже в те далекие времена. Спасибо. Спасибо, Николай Викторович. Так, подождите, не хочет отцепляться от вас. Спасибо. Честно говоря, познакомившись с этой книгой, я решила, что мне вас немного жалко, что другие национальности, увидев такую книгу, скажут, что вы до сих пор о других национальностях ничего не написали и не выпустили. Настолько книга красочна, информативна и презентабельна. Для жизни человека важна среда, созданная культурой предков и им самим.
сохранение культурной среды задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной оседлости, для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. Это цитата слов Дмитрия Лихачева в произведении «Заметки о русском». К чему мы это привели? К тому, что Удмуртский институт истории языка и литературы на протяжении многих десятилетий ведет и вел системную научно-исследовательскую деятельность в области языка и культуры титульной нации. В 2021 году вышла коллективная монография «Предметные реалии удмуртской этнокультуры». Чем она отличается? Это первый шаг в изучении предметных реалий удмуртской традиционной и современной культуры. Слово одному из авторов коллективной монографии, кандидату филологических наук, старшему научному сотруднику отдела филологических исследований Титовой Ольге Владимировне. Дечбуречь Гажано Эшьос. Разрешите представить вам коллективную монографию «Предметные реалии удмуртской этнокультуры». Данная монография подготовлена в рамках реализации научного проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. В данном проекте принимали участие молодые ученые, сотрудники Удмуртского института истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УРОРАН под руководством доктора филологических наук профессора Татьяны Григорьевны Владыкиной. Композиционная монография состоит из 3 глав, которые условно можно обозначить как лингвистическая, фольклорно-этнографическая и литературоведческая в зависимости от объекта исследования и вида анализа. Авторы обращаются к разным методам ряда наук лингвистики, фольклористики, этнографии, этномузыковедения, культурологии, литературоведения для того, чтобы получить более полную картину о предметном мире, о вечном мире удмуртской культуры. Следующий слайд. В первой главе «Категория вещи в лингвокультуре удмуртов» рассмотрены особенности отражения предметного мира удмуртской культуры в языке. Лингвистом Егоровым проведен лингвокультурологический анализ фразеологизмов, отражающих предметный мир. Я исследовала разные лексико-семантические группы лексики, имеющие отношение к предметному окружению человека, а также мной были рассмотрены вопросы перевода культурных реалий с удмуртского на русский язык. Следующий слайд. Вторая глава «Предмет реалия слова в удмуртской традиционной культуре» посвящена символике и специфике функционирования предметов в ритуальной и повседневной практике удмуртов, а также вопросу отражения предметного кода в фольклорных текстах. В данном разделе представлены научные изыскания исследователей традиционной культуры удмуртов Татьяны Григорьевны Владыкиной, Надежды Ивановны Шутовой, далее буду называть только фамилии, Глуховой, Паниной, Пчеловодовой, Анисимова, Корнилова, Ложкиной. В частности, рассмотрена знаковая сущность и символика разных предметов календарных и семейных обрядов удмуртов. Проанализирован предметный код обрядов лечебно-профилактической направленности, рассмотрены предметные реалии удмуртских необрядовых лирических песен, исследована удмуртская сказочная и несказочная проза о кладах. Следующий слайд. Третья глава посвящена исследованию предметно-символических реалий удмуртских поэтических текстов. Арзамасовым выявлены основные предметно-символические константы авторских художественных миров, описаны их основные семантические контексты. Таким образом, данная монография представляет собой комплексное многоаспектное исследование
предметно-символического мира удмуртской этнокультуры на основе анализа фольклорно-этнографических текстов, лингвистических данных и современных литературно-поэтических произведений. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга Владимировна. Для студентов хочу добавить, что книга снабжена очень красочными фотографиями, написана доступным языком. Я думаю, что научный язык, который сейчас использовала Ольга Владимировна, вас немного напугал. Возьмите, почитайте. Интересная книга. Когда я в начале мероприятия перечисляла вам праздничные и памятные даты прошедшего года, которые касались Удмуртского института истории языка и литературы, я намеренно упустила одну дату. В 2021 году исполнилось 85 лет заслуженному человеку нашей республики Василию Михайловичу Ванишеву. Он отметил 60-летие творческой деятельности. С именем Василия Михайловича, автора более 400 статей и публикаций, связанных с изучением уникального наследия первого удмуртского писателя, ученого, просветителя и миссионера Григория Егоровича Верещагина. Василий Михайлович, пожалуйста, вам слово. Представление монографии «Ученый, поэт, публицист». Давай. Пусть меня простит профсоюз, я нахожусь на больничном и, нарушая больничный режим, пришел сюда. И я в отсутствии от этого коллектива, который сейчас представляет наш институт, подготовился совсем иначе. И я прочитаю то, что написал по бумаге. И вот эти книги я вам покажу сейчас. Вот книгу я тоже принес было. 3 года тому назад на одной из всероссийских конференций, проходившей в Ижевске, ответ-секретарь научного журнала «Ежегодник финно-угорских исследований» Роза Владимировна Кириллова объявила: к 85-летию Ванишева собираем книгу о его жизни и творчестве. Приглашаем всех желающих участвовать в этой работе. Пишите и присылайте в адрес нашей редакции. 2 года она собирала статьи. Из Ижевска, Москвы, Екатеринбурга, Республики Урала-Поволжья, даже из Прибалтики пришли письма. Я и сам предложил ей 2 статьи. Собралось 500 работ. Тогда мы обратились к руководству нашего института с просьбой: возьмите нашу работу для издания Удмуртского института. Сборник статей. Они говорят: а почему сборник? Сделайте коллективную монографию, тогда мы возьмем. Мы решили, действительно, мы постарались, получилась прекрасная книга с цветной клейкой фотографией, составленной золотыми руками нашей верстальщицы, дизайнера книги, этой книги Ирины Викторовны Широбоковой. Составителем и ответственным редактором ее является Роза Владимировна Кириллова. Литературным редактором Елена Борисовна Шульга. Открывается книга вступительной статьей директора Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН профессора Михаила Юрьевича Ариса и предисловием заведующего отделом филологических исследований Алевтины Васильевны Комитовой. Затем следуют статьи почти половины сотни авторов, докторов, кандидатов наук, учителей школ, детей-школьников. Статьи расположены в 6 тематических разделах. Первым из них, названным вслед за Элиасом Ленратом, повествуется о письменных эпосах народов мира. В сравнительном сопоставлении рассматриваются удмуртский эпос Дарвыжи и эпосы других народов Урал-Поволжья: коми, мордвы, марийцев, чувашей. В разделе «Синтез мышления и чувств»
расположены статьи о научных работах юбиляра, полных полемического задора публициста. В разделе «От Верещагина до наших дней» нашли место статьи об историко-теоретическом поиске литературоведа. В разделе «Поэт не ради красивых слов» о многообразии его публикации и гражданской позиции автора. В разделе «От чего ты, родник, вытекаешь из меня» о музыкальности поэзии книги и о ней как о своеобразном представителе удмуртской поэзии в рамках России. Замыкающий раздел красноречиво называется «Педагог и дети», в котором повествуется о значении творчества юбиляра для детей и совместных поисках учащихся школ и профессора образоструктурирующих элементов поэтических произведений. Завершает книгу сведения об авторах ее, которым я вновь и вновь кланяюсь с благодарностью за сотворчество. Спасибо и руководству института за то, что издали коллективную монографию по планам научного учреждения. Хочу добавить, уже есть добрые отзывы на эту книгу. Вот в этом журнале, такой журнал, научный журнал выходит ежегодник. Очень добрая рецензия выпущена. И в Мордовии там выходит такой журнал «Финно-Угрик Уайлд», называется «Финно-Угрик Уайлд», 21 год, 4 номер. В ней авторы, доктора наук Налдяева, Рогачев, Акашкин в статье «Вершины корнями сильны», пятилетие Ванюшева. Без стени называют героя книги продолжателем традиции Верещагина и Герда. И мне, признаюсь, это греет душу и сердце. А сейчас я рад возможности подарить эту книгу нашей родной, дорогой библиотеке, Национальной библиотеке Удмуртской Республики. С удовольствием, Василий Михайлович. Я тут добавил даже вот эту статью. Спасибо. Спасибо, Василий Михайлович. Книга с автографом автора уйдет в фонд с личными автографами наших деятелей культуры. Для студентов хочу еще раз обратить внимание. Василию Михайловичу 85 лет. 85. И он работает в здравом уме, в хорошей физической форме. Дай Бог Василию Михайловичу еще многих лет здоровой жизни. И мы бы с удовольствием, наверное, еще почитали о том, каким образом вы поддерживаете себя, каким образом трудитесь, потому что нашему времени не хватает рекомендаций по самоорганизации и самодисциплине, Василий Михайлович. Спасибо большое. Следующее издание очень прекрасное внешне, но я как читатель, как обыватель говорю уже свой отзыв. Наверное, оно читателя с обложки может смутить своим названием, немного таким лирическим. Примите уверение в искренней преданности. Я как библиотекарь, который уже проработал 20 лет в этой библиотеке, если бы знала, что это о авторе эскизов и преданий быта инородцев Лазовского уезда, я бы сразу представила уровень и степень важности заслуг этого человека, Николая Григорьевича Первухина. Приглашаем Владимира Сергеевича Чуракова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника отдела исторических исследований. Он научный редактор, выпустивший эту книгу. Книга Люции Аполлосовны Волковой. Так, каким образом? Прицепила. Можно эту книгу? Пожалуйста. Так, ну, уже сказали, что подготовила эту книгу Люция Аполлосовна Волкова. Это сотрудник Глазовского краеведческого музея.
долгое время преподавала в Глазовском педагогическом институте, кандидат наук. Вот. И одной из тем ее исследований является жизнь и творчество Николая Григорьевича Первухина. И вот по ее инициативе в наш институт пришла ее рукопись с предложением издать письма Первухина, которые хранятся в Центральном государственном архиве Кировской области. Нужно сразу сказать, что я с этими письмами знакомился в самом архиве. Понятно, что такой объем писем за короткие экспедиционные поездки невозможно переписать. И поэтому, безусловно, сразу же скажу, что издание этих писем полностью, в полном объеме, позволяет исследователям, как совершенно верно отмечает Люция Полосовна, что при цитировании тех или иных документов, тех или иных писем Первухина не всегда сохраняется полный смысл высказывания. А когда ты имеешь полный документ перед собой, ты можешь посмотреть, в каком контексте, где, почему это сказано. Поэтому я только приветствую издание данной книги. Николай Григорьевич Первухин родился в 1849 году в Тверской губернии, закончил духовное училище, потом поступил в Московскую духовную академию. После окончания этих учебных заведений он преподавал в Ярославской губернии, в Тверской губернии. Но в 1885 году начальником Казанского учебного округа он был направлен в Глазов в качестве инспектора народных училищ. К сожалению, Николай Первухин прожил не такую длительную жизнь, но за те 40 с небольшим лет, которые ему отпустил, он для, по крайней мере, этнографии, истории, археологии Удмуртии сделал очень большую пользу за те неполные 5 лет, которые он посвятил свою жизнь. Значит, сама книга состоит, собственно, из предваряющей статьи Люции Полосовны, в которой описывается подробно биография Первухина, указываются те небольшие неточности, которые вкрались в биографические сведения о Первухине, как о годе жизни, так и о причинах его смерти. То есть эти ошибки она здесь исправляет. Останавливается она также на его семье, то есть одно из важных, то, что раньше не публиковали, ну, в смысле не обращали внимания на такие вот семейные, что ли, семейный быт Первухина. Здесь довольно подробно это описано, описаны судьбы некоторых его потомков, безусловно, описана его педагогическая деятельность, научная деятельность, и даются краткие характеристики его основных научных трудов. Собственно же, сама книга посвящена именно эпистолярному наследию. Сюда всего включено 90 документов. Не все из них являются непосредственно письмами, потому что эпистолярное наследие — это прежде всего письма, переписка человека с другими лицами. Но тем не менее, больше половины — это именно письма Первухина, адресованные разным лицам, но в большинстве это переписка с секретарем Вятского статистического комитета Сатрапинским. Собственно, еще раз скажу. Естественно, что издание документов дано на высоком уровне. Каждый документ сопровождается кратким заголовком, отражающим смысл содержания документа. Все либо устаревшие слова, либо какие-то события, которые требуют комментариев, отражены в специальном приложении. То есть человек, который что-то, допустим, с чем-то не знаком, может обратиться к специальному разделу, где прокомментированы все либо лица, которые упоминаются в документах, либо явления прошлой эпохи, которые, допустим, сейчас не актуальны, не знакомы читателю. Безусловно, указаны выходные источники, где хранятся. Я уже сказал, что это все документы, большинство документов взяты из Центрального государственного архива Кировской области. Еще одним плюсом этой книги, хотя, конечно, здесь нет цветных, но, в принципе, есть отдельные цветные фотографии, но книга хорошо иллюстрирована, в том числе из быта Глазова той эпохи.
Поэтому еще раз говорю, что эта книга, учитывая, что всем, кто занимается этнографией, историей, археологией, в Удмуртии очень хорошо известны работы Первухина, она позволяет прежде всего погрузиться в мир ученого, в мир, когда он эти работы писал, как он работал над ними, какие идеи он перед собой задачи ставил, как он советовался со своими коллегами. То есть можно не просто взять эскизы предания быта инородцев Глазовского уезда, которые оцифрованы и находятся в том числе на сайте нашей библиотеки, Национальной библиотеки, но и можно посмотреть, как он, собственно, работал над ними. Ну и, безусловно, можно посмотреть на ту аккуратность, ту прилежность автора в составлении каталогизации археологических материалов, которые он посылал, в том числе в Московское археологическое общество и на экспозицию на Ярославский археологический съезд, проходивший в Ярославле. Поэтому, безусловно, эта книга займет достойное место не только на полках, но и прежде всего, конечно, в руках как студентов, так и исследователей. Спасибо, Владимир Сергеевич. Для студентов хочу сказать, наберите в поисковике эскизы преданий быта инородцев Глазовского уезда. И вы получите кучу ссылок на букинистические магазины, потому что эскизы – это малотиражное издание конца 19 века, если я правильно говорю. Информативное и очень полезное. Спасибо. Так, сейчас я вас отцеплю. Научная конференция – один из основных форматов коммуникации между учеными. Он позволяет представить научной общественности результаты своего труда, получить обратную связь, посмотреть, над чем трудятся наши коллеги. Материалы прошедших конференций представит доктор исторических наук, заместитель директора Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук по социогуманитарному направлению Людмила Николаевна Бехтерева. Представлено здесь у нас несколько книжек. Ну, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне прежде всего хотелось бы поблагодарить сегодня всех, кто принимал участие, откликнулся на нашу просьбу и подготовился, презентовал свои издания, ну и всех, кто проявил интерес и пришел сегодня в этот зал. Всем большое спасибо. Ну, хочется сказать, что, конечно же, проведение различных мероприятий, как международного, всероссийского, так и регионального и межрегионального уровня, это, в принципе, этим занимается Удмуртский институт истории языка и литературы. В числе этих мероприятий как научные, так и научно-практические конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары. Ежегодно их проводится более 10. И, в частности, в 2021 году мы провели 16 таких научных мероприятий. О наиболее крупных и значимых из них я сегодня расскажу. Но прежде всего, конечно же, это конференция, которая прошла 6-8 октября 2021 года. Это всероссийская с международным участием научная конференция «Финно-угры, славяне, тюрки. Опыт взаимодействия». Значит, организатором этой конференции выступил Удмуртский федеральный исследовательский центр при поддержке Удмуртского государственного университета, Национальной библиотеки Удмуртской республики, также Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Удмуртской общественной организации «Союз научных и инженерных отделений», также Национальной академии наук Азербайджана и Эстонского литературного музея. Конференция, как я уже сказала, проходила с 6 по 8 октября. 6 октября состоялась презентация фундаментального издания «История литературы Урала». Это второй том, который был издан в 2020 году. В его подготовке самое непосредственное участие принимали сотрудники нашего института. Презентация проходила как раз в этом зале. Значит, помимо наших сотрудников,
В ней принимали участие руководитель Центра истории и литературы Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, руководитель этого проекта Елена Константиновна Созина, а также кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник сектора литературоведения Института языка, литературы и истории Федерального исследовательского центра КОМИ, научный центр, Валентина Александровна Лимерова, также доктор филологических наук, руководитель лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Алексей Андреевич Арзамазов, а также доктор филологических наук, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института литературоведения имени Низами Академии наук Азербайджана. Так, надо посмотреть. Исаакпер Аглыгабибели. В общем, очень содержательное было мероприятие. Я думаю, те, кто участвовал об этом, помнят. 7 октября также в конференц-зале в Национальной библиотеке Удмуртской республики выступлением Академического государственного театра фольклорной песни и танца Айкай начались наши торжественные мероприятия, посвященные юбилею института, его 90-летию. После такого обобщающего доклада, отразившего все вехи истории, основные достижения института, наших сотрудников, институт приветствовали представители органов государственной власти, министр культуры Удмуртской республики, министр образования и науки Удмуртской республики, заместитель председателя комитета по делам архивов Удмуртской республики, представители общественных организаций. Наши сотрудники получили государственные и ведомственные награды. И значит, на пленарном заседании, которое состоялось в этот же день, 7 октября, в этом же конференц-зале, вот мы видим выступление Сергея Алексеевича Мызникова, члена-корреспондента Академии наук, Российской академии наук, который выступал с докладом «Тюркские и финно-угорские этноязыковые контакты. Проблемы и методы анализа». А также был очень содержательный доклад Ирека Равильевича Атнагулова «Генезис нагайбакской идентичности в контексте этносоциальных процессов в Восточном Закамье и Южном Зауралье XIII-XIX веков», а также свой пленарный доклад сделал уже упоминаемый мною вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, директор Института литературы имени Низами Генджеви Иса Акпероглы Габибили. Доклад назывался «Азербайджано-удмуртские научные и литературно-культурные связи». В фойе Национальной библиотеки была развернута выставка научных изданий Удмуртского института истории языка и литературы, также выставка подлинных документов Григорий Егорович Верещагин в документах Центрального государственного архива Удмуртской республики, подготовленная Центральным государственным архивом Удмуртской республики. Дальнейшая работа конференции проходила в формате симпозиума «Наследие Григория Егоровича Верещагина и роль библиотек в сохранении языка, культуры и национальных традиций», а также 6 секций: финно-угорская, славянская и тюркская сопряженность, проблемы, концепции, интерпретации, взаимодействие этносов и культур в историко-культурных ландшафтах Северо-Восточной Евразии, традиционная культура в современных исследованиях, вопросы лингвистики, теоретические и прикладные аспекты, языки, межязыковая коммуникация в глобальном мире и последняя секция национальной литературы в контексте межкультурного диалога. Ну и рабочая часть конференции, в которой приняли участие где-то около 130 ученых из 25 регионов Российской Федерации, а также
Франции, Финляндии, Эстонии, Азербайджана, Украины. Была дополнена такой культурной программой. Участники конференции имели возможность посетить с экскурсией город Сарапул и Сарапульский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Также в рамках конференции прошло торжественное заседание и ученого совета Удмуртского института истории языка и литературы, посвященное чествованию нашего юбиляра, о котором сегодня мы уже говорили. Это патриарх удмуртского литературоведения, народный писатель Удмуртской республики, заслуженный деятель науки Удмуртской республики Василия Михайловича Ванюшева. По результатам вот этой прошедшей конференции была опубликована вот такая книга «Взаимодействие этносов и культур в евразийском межцивилизационном пространстве к 90-летию Удмуртского института истории языка и литературы, Удмуртского федерального исследовательского центра, Уральского отделения Российской академии наук». Следующая конференция, о которой также хотелось бы немножко рассказать, это 13 апреля 2021 года в городе Ижевске прошла вторая всероссийская с международным участием научная конференция «Актуальные проблемы региональной истории». Конференция прошла во второй раз. Первая состоялась в 2019 году, вторая была посвящена 90-летию профессора Удмуртского государственного университета Аркадия Андреевича Тронина, 110-летию со дня рождения кандидата исторических наук Степана Парфеновича Зубарева, это старейшего сотрудника Удмуртского института истории языка и литературы, и 105-летию Михаила Андриановича Садакова, это также старейший научный сотрудник Удмуртского института истории языка и литературы, который трудился в институте очень весь послевоенный период, практически до середины 70-х годов. В работе конференции приняли участие также, она носила международный уровень, в ее работе приняли участие сотрудники, преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты из Украины, Чехии, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Омска и многих других городов Российской Федерации. Как и первая конференция, это вторая, она частично, как и многие, наверное, сейчас мероприятия, в наше время проходила в онлайн-режиме. На пленарном заседании были заслушаны очень содержательные доклады, посвященные жизни, деятельности и научному наследию обозначенных выше историков Аркадия Андреевича Тронина, Михаила Андриановича Садакова и Степана Парфеновича Зубарева. Также Комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртской республики, который являлся соорганизатором этой конференции, были подготовлены очень содержательные выставки документов. Они также демонстрировались в актовом зале учебно-научной библиотеки Удмуртского государственного университета, где эта конференция проходила. Выставка документов, посвященная жизни и творчеству Михаила Андриановича Садакова, была подготовлена ведущим архивистом Удмуртского института истории языка и литературы Татьяной Владимировной Пантюхиной. Содержала эта выставка очень интересные документы, в частности, первый авторский вариант его кандидатской диссертации, рукописи статей, письма как личного характера, так и такого служебной направленности. Его документы периода его нахождения в рядах вооруженных сил, поскольку Михаил Андрианович являлся участником Великой Отечественной войны, автобиографии,
Также были представлены какие фотографии. Все они содержатся в рукописном фонде научного архива Удмуртского института истории, языка и литературы. В дальнейшем, значит, работа была построена в двух секциях, которые по хронологическому принципу доклады были разделены. И в работе конференции приняло в общей сложности участие около 100 человек. Еще одна конференция, которая также традиционно проводится Удмуртским институтом истории, языка и литературы совместно с Удмуртским государственным университетом. Это уже 9-я по счету всероссийская с международным участием конференция молодых ученых «Европа в средние века и новое время общества, власть, культура». Она состоялась 23-24 ноября 2021 года. Организаторами конференции наряду с Удмуртским институтом истории, языка и литературы, как я уже сказала, выступил Удмуртский государственный университет, также Министерство культуры Удмуртской республики. В конференции приняли участие молодые ученые, исследователи, аспиранты, магистранты, студенты, также из Белоруссии, Украины, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода. Конференция, как и уже сказала, 2 предыдущие, проходила в смешанном формате. Были прочитаны очень интересные пленарные доклады молодыми исследователями Санкт-Петербургского государственного университета, Нижегородского государственного университета. Эти доклады, значит, были посвящены проблемам социальной и политической истории, истории повседневности и менталитета, историографии, источниковедения, истории международных отношений и доклады как по отечественной, мировой, так и региональной истории. В настоящий момент готовится сборник материалов этой конференции, а по предыдущей 8-й конференции вот такой сборник вышел. То есть такая практика сложилась, что материалы конференции выходят как бы на следующий год после проведения этой конференции. Так, и еще одно мероприятие, в котором оно больше такого популяризаторского характера мероприятия, это международный фестиваль «Окно в небо». Мы являемся партнером этого фестиваля. Проходит он уже в 10-й раз, то есть проходил в 10-й раз в 2021 году. Посвящен этот фестиваль ученому, этнографу, фольклористу, уроженцу села Люк Завьяловского района Дмитрию Константиновичу Зеленину. Тема фестиваля, который проходил в 2021 году, в каждой избушке свои игрушки. Работало на фестивале несколько площадок. И вот, в частности, научно-исследовательская площадка «Сказки, мифы, легенды». Как раз, в общем-то, вот, организатором и идейным вдохновителем этой площадки являлась доктор филологических наук, ведущий сотрудник нашего института Татьяна Григорьевна Владыкина. По материалам вот этой площадки был подготовлен и издан вот такой диск «Игры и игрушки в культурно-историческом контексте и в современной действительности». Называются эти материалы. Я думаю, что для тех, кто интересуется материальным и культурным наследием народа, традициями, эти материалы будут очень интересны и полезны. Ну вот все, пожалуй. Еще хотелось бы, правда, обратить ваше внимание, что Удмуртским институтом истории, языка и литературы продолжается издание своего журнала «Историко-культурное наследие народов Урала-Поволжья». 2 номера в год выходит ежегодно, поэтому я думаю, что все желающие могут представить свои материалы, свои статьи, которые мы с удовольствием рассмотрим вот, и опубликуем в ближайшем номере. Еще, что касается, вернусь немножечко к конференции «Актуальные проблемы региональной истории».
Вот в ближайшее время, буквально 14-15 апреля, пройдет третья конференция уже по счету. Она будет посвящена памяти тоже наших учителей, преподавателей Удмуртского государственного университета Марии Михайловны Мартыновой и Бориса Федоровича Плющевского, а также нашим сотрудникам Никифору Павловичу Павлову, столетие которого будет отмечаться вот в 2022 году, и Николая Николаевича Латышева. Тоже ждем ваших заявок, и я думаю, что будет о чем тоже рассказать в следующем году. Спасибо большое за внимание. Очень надеемся, Людмила Николаевна, что наша работа продолжится. Уважаемые труженики науки, спасибо вам огромное за ваш труд, за ваше представление сегодняшних книжек и публикаций ваших, воодушевления вам, азарта на научных этих просторах нашей Родины. Уважаемые студенты, спасибо вам за потраченное время, за ваше внимание. Напоминаю, что все книги, представленные сегодня, имеются в фонде нашей библиотеки. Хочу акцентировать внимание на том, что фестиваль науки продолжается завтра. В стенах Национальной библиотеки в конференц-зале состоится 3-й республиканский научный слэм молодых ученых. Молодые ученые кратко представляют свои открытия, презентируют себя, защищают свои открытия в соревновательном моменте. Также завтра блиц-тренинг «Знать, где брать. Интернет-источники научной информации». 11-го публичная лекция «Пандемия коронавируса в России, Германии, Франции сквозь зеркало общественных знаков». Это сейчас очень актуально, потому что по анализу Гугла и Яндекса коронавирус сейчас самый популярный запрос. Спасибо вам еще раз за ваше внимание. Ждем вас в гостях.